Теперь разберем словообразование имен прилагательных. Первый аффикс г, и, у, ю. Эти прилагательные образуются путем присоединения данных аффиксов к глагольным основам. Если глагольная основа заканчивается на гласную, то присоединяется только буква г. А если на согласную, то остальные аффиксы. Например, арыр – очищаться. Основа ары. Прилагательное будет арыг – чистый. Следующий пример. Тодар – насыщаться. Тоду – сытый. Вот. Второй аффикс. Оглушенный вариант г, х, ық, ик, ук, ик. Точно так же, если глагольная основа заканчивается на гласную, то просто х, а если на согласную, то ық, ик, ук. Например, соор – холодеть. Соок – холодный. Бедир – повышаться. Основа беди. Бедик – высокий. Следующий аффикс. Лу, ли, лу, лю. Если основа заканчивается на гласные, на букву р, ай и г. Остальные варианты ны, ни, ну, ню. Если основа заканчивается на носовые сонорные буквы. Дых, дих, ду, дю. Если основа заканчивается на букву Л. Тых, тих, ту, тю. Если основа заканчивается на глухую согласную. Глухая согласная. Присоединяется к именным основам, как мы уже разбирали, переводится на русский язык либо прилагательным уаныгзи, например. Умный человек. Либо нукизи. Человек, имеющий книгу. Дословно переводится. Но на русский язык переводится как человек с книгой. Вообще же аффикс нух означает обладание, содержание чем-либо. Кыстуктугзи. Человек в очках. Можно даже тыгизи. Человек верхом. Имеющий коня. Следует отметить одну особенность прилагательных тувинского языка, образованных при помощи аффикса лых. Эти прилагательные, в свою очередь, тоже могут иметь свои определения. Например, чиды уганных. Чиды уганных. Такие конструкции на русский язык переводятся сложными прилагательными, соединительными гласными. Чидых значит острый. Уаных, как мы уже отметили, умный. На русский язык переводится как остроумный. Кара-карактых. Черноглазый. Кара черный, карактых с глазами, имеющий глаза.